В Павлодаре прошла спецоперация по задержанию группы интернет-мошенников. Задержаны двое мужчин. Они работали по следующей схеме. Размещали объявления на сайтах в сети интернет о продаже автозапчастей по довольно недорогой цене. Принимая заказы, просили предварительно оплатить полную сумму за товар на банковскую карту, а заказы обязывались отправить курьерской службой. Получив деньги, некоторое время злоумышленники тянули время, оправдывая задержку плохой работой курьеров, а затем и вовсе отключали мобильный. При этом банковские карточки были оформлены на третьих лиц, которые также не подозревали об обмане. В настоящее время на удочку ловких мошенников попались 10 покупателей. Суммы несостоявшихся покупок варьировались от 40 до 100 тысяч тенге. Один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания города Павлодара. Завершено досудебное производство в отношении жителя города Алматы, который в начале 2020 года изготавливал винно-водочные изделия кустарным способом. Процесс производства он наладил в микрорайоне Калкаман-2. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция. 1040 бутылок коньяка с наклеенными поддельными учетно-контрольными марками, 525 неиспользованных учетно-контрольных марок, 2 канистры спирта, пустые бутылки, крышки и аппараты, предназначенные для обработки крышек, изготовления и розлива алкогольной продукции. По приговору суда обвиняемый признан виновным по статье 233 часть 2 «Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками, подделка и использование акцизных марок и учетно-контрольных марок Республики Казахстан». Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок с привлечением к принудительному труду на 100 часов. Сотрудниками управления по противодействию наркобизнеса Алматинской области задержан мужчина за хранение наркотических средств в особо крупном размере. При проведении спецмероприятий задержан ранее судимый 45-летний гражданин. При санкционированном обыске по его местожительству изъято более 3,5 грамм марихуаны. В ходе дальнейшего обыска гаражного помещения, принадлежащего подозреваемому, найден полиэтиленовый пакет, внутри которого было около 9 килограмм наркотического средства гашиш. Все найденные вещества изъяты, приобщены к делу и направлены на экспертизу, сообщил начальник управления по противодействию наркобизнесу Алматинской области Казбек Мухамедов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за хранение наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полиция установила причину драки между двумя девочками 12 и 13 лет. Согласно информации департамента полиции, ссора между подругами произошла из-за поврежденного сотового телефона одной из них. За нарушение постановления главного санитарного врача области в части недопущения нахождения несовершеннолетних вне жилища без взрослых в период карантина в отношении родителей несовершеннолетних, участников драки и тех, кто находился рядом, материалы по нарушению режима карантина будут переданы в Департамент безопасности услуг области. Полиция также осуждает действия жителя города, который вместо того, чтобы пресечь нарушение общественного порядка, вызвав стражей порядка, снимал данное видео для размещения в социальной сети. Материалы будут переданы в суд. В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали видео с грубым задержанием девушки сотрудниками охранного агентства. Поступило сообщение, что на автозаправке, расположенной по улице Абая, девушка бьет стекла и нападает на рабочих. Оператор АЗС нажала тревожную кнопку, и на место пришествия прибыла группа быстрого реагирования «Арестант». При попытке задержать девушку она накинулась на охранников, одному поцарапала лицо, другому порвала ухо. Девушку доставили в Южный отдел полиции. При процедуре установления личности оказалось, что девушка – это парень 1988 года рождения, который приехал в Костанай из столицы, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. В Алматы пресечена деятельность подпольного казино. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир жилого комплекса Нурлы-Тау выявлен факт организации подпольного казино, которое функционировало в нарушение вышеуказанного закона. На момент проверки в заведении находились игроки и обслуживающий персонал.
При осмотре обнаружены и изъяты кейсы для проведения игр в виде покера, а именно игральные карты, фишки для проведения азартной игры и денежные средства. Как выяснилось, в подпольном казино была налажена система пропуска клиентов, допускающая внутрь только проверенных клиентов. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по статье 307 «Организация незаконного игорного бизнеса». В соцсетях распространяют видео с лежащим на дороге полицейским на блокпосту. Как оказалось, на въезде в Шымкент сбили сотрудников полиции. Водитель автомашины ВАЗ-21014 на блокпосту Актас, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, сбил их. Молодой мужчина задержан. На этом все. С вами был Казахстан-24. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить важные события в Казахстане. Также подписывайтесь на наш Инстаграм, ссылка в описании под видео.